Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. И сегодня у меня очередные гости из города Москва. Вот Михаил и Юлия. Юля. Вот. Я сейчас проводил ребят из Казахстана. Огромная благодарность Гаврилу Яновичу, который нас встречает, гостей со мной вместе. Вот. На рыбалку приехать не получилось, да, Яныч? Хотел, но не получилось. Жалко. Вот. Дети приехали. Дети приехали, да. Но на выходные смотри, если получается, приезжай. Смотрим. Ну. Вот. Ребята, откуда вы? Представьтесь маленько. Ну, расскажите про себя, чем занимаетесь, откуда приехали. Мы прилетели с мужем. Я Юля, муж зовут Михаил. Прилетели мы из Москвы. Любим рыбалку. Вячеслава смотрим постоянно в Москве, поэтому так, да, поэтому так собрались и прилетели. Достаточно, на самом деле, месяца 3 назад, да, мы взяли билеты. Вот, надеемся, что все пройдет очень удачно. Хорошо. Всем привет. Вы в Якутии впервые же, да? Мы впервые, да, в Якутии. Вчера гуляли по Якутску. Вот, сегодня долетели просто шикарно, на самом деле. Мы не ожидали, что как бы, вот так вот полет пройдет спокойно. Вот, прилетели, мошек, конечно, много, но ничего, я думаю, мы привыкнем. Да. Но природа здесь отменная. Да. Красивая. Очень красиво. Хорошо. Летели в иллюминатор, посмотрели, да? Да. Поснимали, посмотрели. Поснимали, да, отлично. Кстати говоря, с моим ростом, 1,86 м, сложением, 115 килограмм, я намного удобнее сидел в этом Ан-24, нежели когда ехал с Москвы в этом Боинге. Коленки не вмещались, а здесь просто великолепно. Даже немножко подремал. Шикарно. Да. Бояться не надо, надо лететь Хорошо. и отдыхать. Спасибо за отзывы. Ну вот, друзья, оказывается, такая оказия случилась. Что-то случилось с моим микрофоном или с устройством. В общем, звук не записывался. Мы сейчас подключили, проверили контрольную запись, сделали. Вот. Микрофон вообще был выключен. И последние кадры с гостями тоже были плохо записаны. Либо, может, штекер неправильно стоял тогда, либо что в камере. Ну, в общем, звук не прошел. Но все равно мы попытались монтировать. Как получилось, так получилось. Так, первый день рыбалки Михаила. Будет сейчас репетиция. Пробовать будет здесь, прямо у базы. Вот, дорогие друзья, как я и ранее говорил, когда я включил свою нагрудную камеру, она оказалась без звука, как и с предыдущими туристами последние дни. То есть микрофон петличка не записывал звук. Ну что же, мы продолжили нашу рыбалку. Ребят поймали немножко рыбу, различную щуку, окунь и так далее. Но самое интересное, все-таки, друзья, у нас с одного устройства звук записался, и сейчас далее я вам покажу эти кадры. Качай его, качай. Любимая тянет тайменя. Укачивай. Давай, ты в тренажерный зал какого хера ходишь? Вот это да, вот это дядя стоит, давай. Пробуем. Давай. Давай тяни. Вон оно идет. Идет хороший. Ну такой. Ты подтягивай, когда опускаешь, тяни, катушку заматывай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, вот он. Ой, ты моя. Давай, все, подтягивай спиннингом, не тяни. Ух, нихуя себе! Охереть!
крючок разогнулся. Вообще, смотри, кольцо разогнуто. Кольцо вообще разогнуло. Вообще. Офигеть! Таймень, поздравляю, починал. Спасибо. Я вообще... Это офигеть! Сейчас, Вячеслав. Даже вот рыбакам, которые приезжали, не так вот чувствовалось, как вам. Крутым. Нам вчера Маша сказала, что река нас приняла хорошо. Да. Хорошим людям она сразу надо. Любимая, ну-ка пересядь сюда и это, подними его. Если... Сейчас, минутку, я вам сейчас его покажу. Сейчас мы его отцепим сначала. Вот такой вот крючок стал. Офигеть! Вот, эти вот китайские крючки. Что с ними происходит? Делать таймень. Офигеть! Да. Это вообще... Так, надо будет другой крючок туда кинуть, а блесна хорошая, рабочая. Или на память возьмем. Там оставим, да? Да. А его можно сюда закинуть. Давай туда, потом я... Тише, тише, тише. Вот, царь рыба. Царь реки, вот. Вот она. Офигеть. Ну, тут, наверное, где-то, 8, наверное. 8, наверное. И на блесну. Да. У меня есть безмен, кстати, на базе. Может... Ну вот, дорогие друзья, начался вот такой дождь. Мы сейчас приехали в палатку. Юлия поймала такого мощного тайменя. Мы его взвесили, он оказался 6,990. С чем мы ее, собственно, и поздравили. Вот. И хотим сейчас по традиции сразу нашим гостям. У меня есть небольшие сувениры. Так как вы приехали на клевую рыбалку. Вот. Молодцы, что набрались смелости. Люди впервые приехали так далеко. Сейчас они об этом сами расскажут. Вот. Вот такие календари каждому. Можешь на работе повесить, где-то дома. Обязательно, Это, да, я на работе. Да, это вот я, вот этот таймень вот здесь вот сфотографирован. Это мой друг Моисей Зуру. Вот блогеры, которые ко мне приезжали, возможно, вы каких-то знаете. И тут лунный календарь, вот это дни. Будете в Москве рыбачить, смотрите календарь. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Дорога прошла замечательно. Я боялась очень перелета, а перелет оказался просто чудесный. Что здесь местные, что из Москвы до Якутска. Мы просто переполнены какими-то впечатлениями, не какими-то, а просто потрясающая, красивая природа, много рыбы. А когда ты ловишь тайменя, это просто превосходные эмоции. Вот, спасибо большое Вячеславу. Я думаю, что мы еще вернемся. Обязательно вернемся и, возможно, даже попробуем зимнюю рыбалку. Летнюю мы сейчас попробовали, Да. теперь надо зимнюю попробовать. Да. Ощутить, что такое минус 50, ощутить жизнь зимой в какой-то тундре, в снегах. А на данный момент шикарно, даже если погода тут дождик небольшой, но все равно тепло, мы сидим, нам хорошо, рыбу мы на сегодня поймали. Причем, если смотреть по времени, у нас рыбалка всего лишь была 2 часа. Мы поймали щук, окуней, сига, тайменя. Ну, Просто непередаваемые эмоции. ощущения, да. Вообще. Всем советую. А вода, какая вода, ребята, просто вот можно на воду смотреть с лодки-то, с берега, прозрачная, чистая, ее можно пить. Да. У нас нет слов. Да. Одни эмоции, да? Одни эмоции, да, просто эмоции переполняют. Мы, когда ехали сюда, мы думали, во-первых, Вячеславу я не сказал о том, что я еду с женой. Вот, Вячеслав Сюрприз. думал, что да, 2 человека, ну, 2 Двое мужчин будет. Ага. Нет, приехал муж с женой. У меня жена переживала, как там будем спать. Как там, отреагируют, да, да, отреагируют потому что как. мужское общество. И мы всё-таки представляли, рыбалка. что будет одна палаточка, небольшой котел, а приехали, увидели целый город. Палатка отдельная для гостей.
кухня отдельная, туалет отдельный, душ отдельный. Да, это вообще... Там коптилка Местный есть, баня. оазис в тайге, как говорится. Да, да, это действительно так. Условия потрясающие. Смело. Девчонки, смело езжайте все на рыбалку к Вячеславу и Марии. Готовились с февраля, но, естественно, там и читали, что брать, что не брать. Но на самом деле, как бы, приезжая сюда, вы понимаете, что вы попадаете к профессионалам, и, в принципе, ну, много что есть, всегда, как бы, всегда могут дать, если чего-то нет. Все в наличии есть. Но готовиться надо, нужны вещи, которые подходят обязательно. Вот. Снасти, которые смогут выдержать натиск этой рыбы. Сильная рыба? На самом Сильная деле, рыба. снасть у тебя была удочка до 80. Удочка не подкачала. Да, удочка не подкачала. Крючок Поэтому- единственное. Ну, крючки, Крючок да, разогнулся, крючки да. гнутся, мама дорогая. Кстати, вот их, которые вот, если совсем вот есть такие подозрительные, лучше их заменить. Ну да, да. Есть крючки хорошие. Ну, мы посмотрим с одних. Может, скинем. что-то снять? Да, 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 снять так и сделаем, обязательно. Ну, первый день он такой пробный. Мы сразу увидели, какая у нас работает. Значит, на нее надо самый хороший крючок. Хотя, может, и были глазики. Почему? Глазики есть у нас тоже. А, есть тоже, да? Ну Да. вот. Вот Настоящая ребята московская мышь. закупили мышей. Вот эту мышку они купили на выставке охота рыболовства на Руси за 5000 рублей. Одна штука, да? Да, одна штука. Обалдеть. Ручная работа, говорят. Ну, по мне так, как будто, ну, обычная заводская мышка. Мне такая же. Да, 600 рублей. А, ну это мелкую А что, тут и щука будет? Да. Ручная щука. Я тебе сейчас Да ё-моё. Сюда надо бросать прямо. килограмма 2, наверное. Вот Михаил под базой прямо утром решил покидать, ну, днем. Ну, такая двушечка, да. Хороша-то. Боец, говоришь, да? Вообще бомба. Вот по сравнению, вот, допустим, на Верхней Волге она взяла и так вяленько. А здесь она прям боец. Боец. Очень хорошая. Ну, шикарно. Да, килограмма 2-2,5. Вот такая красавица. Просто пушка-колотушка. Ну давай, отпусти. Пусть плывет Ну давай. домой. Потом еще порадует. Завтра забудет Давай. уже. Зови дедушку Она с уже- бабушкой. А нашей попадется. Ой. Класс. Мне кажется, мы ей понравились. Да. Она вон стоит. По-тихому идет. Потихоньку идет, да. Вот. На базе вот так вот. С утра можно покидать маленько. Да, кофе взял с собой, стульчик поставил и кидай. Или прошелся вдоль берега, покидал. Ну вот, друзья, сегодня у нас поездка на речку, на маленькую речку. Рыбалка в основном будет на линка. Вот. Щука будет. Ну, в общем, все, что будет ловиться. Сиги должны быть. Проверим. Поедем мы вот на этом аппарате. Торнадо Аэро. В принципе, выручалка.
Ребятам вчера уже понравилось, да? Проверили маленько, да? Юлий, как отзыв о аэролодке? Отлично. Отлично. Очень интересно. На самом деле такое впечатление, как будто Париж над водой. Ага. Все видно. Ага. Здорово. Угу. Очень понравилось. Ну вот, друзья, приехали на устье ручья. Место, где с ручья выкатывается малек. Вот, там вот сам ручей. И с него вот такая вот, вроде бы такая непримечательная ручеек, но рыба почему-то часто прям обитает на устье, кормится и так далее. Либо заходит сюда кормиться. Второй раз взяла, да, уже? Да. Давай, давай. Сюда, 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 сюда. Отлично. Маленькая. Ну, маленькая, не маленькая, но щучка. Да. Отпусти. Да. Ой, останется. Ну, все уже. Ну, если, думаю, должен. А ну-ка, иди сюда, иди сюда. Так, Мария будет пробовать поппера, ну а я, друзья, буду пробовать серебряную блесну от компании Уру. Я тоже так хочу говорить. У меня кислотно-желтый, салатовый, зеленый поппер от компании Спрут. Говори, говори. Сколько грамм? Ой, где тут написано? Где тут пишут? Ну, тут не написано, ты должна на вес знать. 57 там написано. Ну, это ФТ какой-то вот. Бори, цвет. Ну, это модель. Обращение к компаниям для новичков. Сделайте, пожалуйста, нормальные пометки, простые. Не вот этот, как там, Ну. символы, знаки непонятные. А простой грамм. Ну, ты должна таскать весы с собой, если ты рыбачка. Взвешивать и... Каждый Шучу. перевешивать. Нет, нет. Вот, я еще раз говорю, друзья, что рыбалка на линка, на таймене, она ходовая. То есть, это не значит, что вы должны стоять на одном месте и пытаться поймать рыбу, которая не ловится. Вот, вам нужно постоянно передвигаться. Вот сделали несколько забросов. Если рыба не клюет, смотрите, вот вода с ручья более темная такая, темно-багровая, озерная. И малек отсюда выкатывается, и там ее подбирает щука. Вот сейчас мы поймаем, смотрите, рыбу. Вот здесь рыба стояла, ушла только что. Далеко не будем забрасывать.
Боец, боец. Сейчас чуть-чуть подкрутим фрикцион. Щука упалась. Опа. Да погоди-ка, мы тебя отпустим сейчас. Стой. Ну вот, друзья, видите, заброс и прям моментальная поклевка. Реакция рыбы. Ну, хорошо хоть не в жабрах, а тут поблизости крючок. Вот, пожалуйста. Ну, правда, с блесной, конечно, с вертушечкой небольшая казия. Ее маленечко погнула. Совсем чуть-чуть. Вот. Давайте подальше забросим. Поглубже. Оба! Сошла. Идет, идет. Взяла. Взяла щука. А ну-ка стоять. Стоять бояться. Заглотил глубоко. Сразу. Сейчас мы его попробуем без жертв отпустить. Отцепить и отпустить. А, нет. Жабру немножко задели. Ну, что, друзья, сказать. Несмотря на то, что чуть-чуть даже вот было погнуто, но, как видите, серебро прям работает. Работает, все ловится. Вот так вот. Друзья, минуточку внимания. Сейчас я нахожусь в ювелирном салоне УРУ. Вот наш друг Моисей, он производит вот эти серебряные блесна. Я сам рыбачу с детства. Времен СССР сохранилась форма атом. Мы его вот сделали в серебре. Само по себе серебро, оно играет как бы натуральный блеск рыбы. Поэтому я вот, когда сделал лет 10 назад первую блесну, да, и начал рыбачить, оно действительно очень хорошо ловит, и поэтому сделали несколько вот форм. А я, друзья, добавлю, это Моисею форму я дал, очень хорошо ловит сига и другую рыбу небольшого такого размера. И вот эту тоже мне братья-казахи прислали, форму мы с Моисеем тоже вот воплотили. Это специальная блесна для большую рыбу, именно на таймене.
Дорогие друзья, данные изделия вы можете приобрести на нашем сайте клёвая-рыбалка.рф. Это отличный подарок либо себе, либо вашим друзьям, мужьям, братьям и так далее, рыбакам в общем. Ленок мелкий, сейчас выпустим. Сейчас. Просто не могу блесну одеть. Как он бился, да? Да. Сильный он, да. Аккуратно, он сейчас может трепыхнуться и как там вошло. Все. Да. Ага. Ух ты. А он уплывется? Да, должен, он же как бы по перекатам это плавает. Ух ты, ушел. Ну чё, как ощущение? Ударил на мышку, да? Было видно, да? Да. Вообще огонь. Ну там еще есть, наверное. Кидай. Ну-ка, давай-ка. Вот сейчас сразу прям всекет, если он там будет стоять. Вот он стоит вот где вот эта граница тиховода и это течение. Ну-ка, давай-ка, проверим-ка. А то что-то за сегодня вообще ничего не поймал, да, походу ты? Ну, только щуку. А, щуку поймал. Об камни цепляет. Да. Надо чуть быстрее крутить. Мышку потом попробуешь. Да. Ну, сейчас надо это пробовать. Интересно, да. А ну-ка сюда попробуй. Струю. Есть. Давай, тащи его. Тащи. Ох ты, хорош-то какой. Солнышко. Ленок. Есть ленок. Засекся он, конечно, конкретно. Ага. Скажи, как он так умудрился. Ну, хана ему. Да, сейчас я тебе второго вытащу. Что ты мне? Второго сейчас вытащу. О, второго он вытащит. Вот такой вот красавчик попался. Ну, глаз задели, губу порвали. Ну давай, показывай. Хорошая рыба. Да. Мне нравится, как она бьет. Интересный. Да.
Мышку попробуйте там по берегу походить, покидать. Ну ладно, короче, рыбачьте. Та-дам. Ай-юч. Ну что, давайте лук соберем и пойдемте обедать. На лоне природы, как говорится, с красивейшим видом. Гости приехали и очень боятся все. Боятся медведей, что их тут съедят. Видимо, понарассказывали страшных рассказов о медведях. Там в Москве пугают людей, и они думают, что они такие вкусные, медведь их будет есть. Вот. Но на самом деле медведи своей еды вкусной хватает. Поэтому, друзья, имейте в виду, кто едет в гости. Но и с другой стороны, я все равно слежу за всем. Всегда на чеку. Если вы куда-то отошли, не значит, что я не вижу. И все под контролем. Такой лук хороший, дикий. Вот. Это я к тому, что если медведь на вас нападет, то сразу он вас не съест. Ему понадобится время какое-то, чтобы как следует разжевать и так далее. Ну, за это время я успею приехать. Так что не переживайте, друзья. Спасем вас. Таймешку взял. Таймешку взял. Маленького таймешку взял. Ну, пусть берет, если хочет, пусть берет. Вдруг это последний таймешка был. О! Молодец. О, чок. Да, деликатесики. Че, Мишань? Таймешку взял? Да. Да. Ну ничего. Что сделаешь? Теперь уже все. Положи его там. Тайменя ты поймал. Термос возьми и иди кушать.